кадетскую школу отбирают ребят с хорошей выносливостью и успеваемостью. В этом году приняли присягу 38 кадетов. Совместно с этим юноармейскую клятву приняли вновь прибывшие 28 воспитанников. Всего в кадетской школе 140 обучающихся, и все они состоят в юнармии. Принятие торжественной присяги – событие в жизни подростка волнующее, незабываемое и праздничное. Принимая звание кадета, клянусь в чести выполнить свой долг перед государством и народом. На кадетов ложится большая нагрузка, с которой они должны справляться. Помимо общеобразовательных дисциплин, они знакомятся с общими воинскими предметами, усиленно занимаются физкультурой и приобретают дополнительные знания и навыки. Мотивы для поступления в кадетскую школу у каждого свои. Кто-то мечтает о службе в пожарно-спасательных подразделениях МЧС, кто-то о службе в военно-воздушных силах Российской Федерации, а кто-то хочет быть похожим на отца и стать военным инженером. Я поступил в кадетскую школу в августе. В этом году стал семиклассником. Сдавал экзамены по физкультуре, математике и русскому языку. Мне посоветовали друзья. Они сейчас тут учатся. И еще я хотела пойти по стопам отца. Он был капитаном полиции. Все воспитанники рады учиться в кадетской школе, однако там сейчас строительство. Временно они обучаются в 32-й школе во вторую смену. Обучение у нас идет, как и в обычной школе, но плюс есть профильные занятия для подготовки к военной службе. В прошлом году у нас по профильному направлению было на 2-3% больше, чем нынешние. Но в этом году у нас очень хорошо поступили по линии МВД. Также на мероприятии наградили почетными грамотами родителей, которые находятся на доске почета кадетской школы. Она обновляется в год 2 раза. Удостоены такой чести родители лучших кадетов. Ребята поклялись честью и достоинством носить имя кадета, упорно овладевать знаниями, строго соблюдать дисциплину и с гордостью относиться к своей будущей профессии. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск.